половцы появились на просторах степей в IX-X веке. Они поселились между лесом и степью и вошли во взаимодействие с великой лесной культурой. Вот эта карта, где расселились наши предки печенеги, вот здесь они вошли в прямой контакт еще с другой культурой, кавказской культурой. И с 9-8 века они постоянно чувствовали взаимодействие кавказских народов, особенно дагестанских народов. Предметы домашней утвари, хозяйственного быта, прикладного искусства нагайцев соответствовали его хозяйственной деятельности нагайского народа, соответствовали. Они были легки для перевозок на подводах, для хранения, для подвески, чтобы при перевозке не разбивалось. Все это соответствовало ее хозяйственной деятельности, то есть степному характеру жизни, степному народу. Вот то, что я держу, это и называется по-нагайски хоймалак, сосуд, в котором перевозили пахту или жидкость, которую пили в жаркие дни. На поле. На поле. Это украшение, значит, прикладное искусство нагайцев, оно соответствовало окружающей действительности, растительному миру и животному миру. То, что представлено там войлоки, оставшиеся с времен половецких, печенежских. Наши прямые взаимосвязи тысячелетние с кавказскими народами. Это женские украшения, пояс называется. Ассаламу алейкум, аяулы елдаслар. Мир вашему дому, юмызго яхшылык. Мы начали нашу передачу с тысячелетней давности. Мы хотим вам рассказать о наших обычаях, обрядах, песнях, показать наши танцы. Нагайцы живут на территории Северного Кавказа, в Дагестане, Чечено-Ингушетии, Старопольском крае, Карачаево-Черкесии и в Астраханской области. Народ наш очень трудолюбивый, занимается земледелием, животноводством. А мы стараемся сохранить свои старинные песни и танцы, сказания и мелодии, и наш очень богатый эпос. Говорят, кто умеет трудиться, тот умеет и отдыхать. Любят праздники в Ногайском районе. Вот как проходил фольклорный фестиваль в 1987 году. А был он посвящен 70-летию Октябрьской революции. Звенит над степью старинная песня ели сад. Из-за кургана появляются всадники. Их встречают женщины с бодрящим айраном. Копье ведущего всадника украшают по обычаю яркими национальными платками. Самодеятельные артисты показали сцену сватовства и весь старинный свадебный ритуал, тщательно воссозданный чабанами, хлеборобами, учителями. С
успехом прошли состязания дамбристов, исполнителей частушек и танцев. Было воссоздано стойбище кочевников-нагайцев, убранство юрт, быт нагайцев далекого прошлого. А молодые лихо демонстрировали свою удаль на скачках. До позднего вечера продолжался праздник, и удался он на славу. Ты как весенний цветок, радуга после дождя. Песню мою до тебя ветерок донесет, мой милый. Знаете ли вы, когда зацветает степь? Конечно, весной, но не только. Праздник расцветил Ногайскую степь осенью. Это очень древний край. Посмотрите, какая прекрасная степь. Вся наша музыка родилась именно в этой степи. В них шум дождя, шум ветров и пение птиц. Нет края у этой степи, значит, нет конца нашим песням. Қарғадай сүйініш ұлы, тас туған өзі айтар. Қазыялдан зат қалмай, қараяудан қаша алмай. Қалдау менің ноғайым. Яйықты яндырып, аны ділді сөндіріп, атаймын ананайға, құсалып құстырып, аздау менің ноғайым. Ақырысы бұл күнде Аққобанның бойында қабағынан бүркиген қабартыман дос болып, шекесінен бүркиген шеркешлермен дос болып, аяқ
сақланып шекеленді Привольна Ногайская степь, но, кажется, даже в степи сегодня тесно, столько народу собралось на празднование юбилея. По обычаю праздник открывают аксакалы, ветераны войны и труда. На праздник приехали гости из Астраханской области, из Карачаева-Черкесии, Ставропольского края, Чечено-Ингушетии, городов и районов Дагестана. Запомнили встречи с этими симпатичными девушками из Чечено-Ингушетии, участницами художественной самодеятельности, которые привезли в подарок звонкие песни и задорные танцы. Со старейшей учительницей Ларисой Ивановной Малюковой, чьи ученики стали известными, уважаемыми людьми, с поэтессой Беке Кулунчаковой. Шествие возглавляют передовики из разных хозяйств. У них отличное настроение, настроение людей, хорошо потрудившихся. Посмотрите на эти тракторы. Они наглядно показывают путь, пройденный за эти годы. И павильон, словно степная выставка достижений народного хозяйства. А гордиться району есть чем. Не обошлось в этот день и без спортивных состязаний, веселых конкурсов на удаль, ловкость, сноровку. Приветствие представляется секретарю Дагестанского областного комитета партии товарищу Гусейнову Абдрагим Абзагировичу. Дорогие товарищи, друзья, сегодня на древней, но вечно юной, прекрасной, солнечной Ногайской степи поистине светлый, радостный праздник. Терпеливо трудились, поливая землю потом, многие поколения ногайцев. И только на их труд отзывалась земля. Палящее, раскаленное солнце летом и ледяной пронизывающий ветер, степные бураны зимой для людей выносливых. Сейчас гордость республики – племовцезавод «Червленные буруны», флагман развития тонкорунного овцеводства.
1928 году пришли в Буруны люди целеустремленные, не боящиеся трудностей, а их хватало с лихвой. Но люди добились своего, несмотря на невзгоды, тяжелые условия жизни и труда, военное лихолетие. Среди памятных дат есть в Бурунах особая. Сентябрь 1951 года, дата рождения новой породы овец Грозненской, выведенной мастерами. Успех разделили ученые, селекционеры, чабаны, зоотехники, Полков и Брызгалов, Абаскулиев и Абдул-Кадыров, Кассеев и Каршалинская и многие другие. И еще одну дату хочется назвать в дни юбилея. 1967 год, когда Госплемовцезавод получил коллективную награду за выдающиеся успехи в развитии тонкорунного овцеводства, он удостоен ордена Ленина. Но успехи не уходят в историю. Они развиваются молодыми, которые приумножают славу отцов. Сегодня они в одном строю – отцы и дети. За большой вклад в развитие животноводства Ерекбай Абдул-Кадыров, Камо и Кадыр Сабутовы, Батыр Карагулов, Туркманбет Ажмамбетов были удостоены золотых звезд героев социалистического труда. Здесь, в Червленых Бурунах, трудится и кавалер всех 3 орденов трудовой славы Закарья Шамаров. В Ногайском районе более 20 кавалеров орденов Ленина, 6 удостоены этой высокой награды дважды, 2 трижды. Умеет трудиться в совхозе имени Ленина, он удостоен переходящего красного знамени ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Равняются на них труженики совхоза «Путь Ленина», других степных хозяйств. В праздничной колонне ветераны Великой Отечественной войны. Хайрудин Аджидаирович Лукманов, Бриллиант Рахматовна Муллаева, Арслан Межитович Межитов, Янпоих Бекбалатович Тержиев, Целинники Акмурзаев, Ярлыкапов, Ерекбаев, Телемишев, Кайбулаева. На трибуне руководителей района, гости праздника, заслуженные люди района. Среди них Кашманбет Хидерниязов, участник Парада Победы в Москве. Кадыр Сабутов, герой социалистического труда. Поэтесса Беке Кулунчакова, учительница Лариса Малюкова и другие. Люди, которые составляют славу и гордость Ногайского района. Да, многое повидала эта земля. Радость и горе, расцвет и невзгоды.